Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня пятница, 6 июля, и завершаем эту рабочую неделю с вами мы, Влад Портнов и Светлана Знарева. Завершаются игры в Казани, игры чемпионата мира по футболу. Сегодня смотрим матч Бразилия-Бельгия. Сегодня мы будем говорить не только о футболе. У нас розыгрыш билетов в дельфинарии и на пляж Ривьера, полезные советы, рецепты. Но и это еще не все. Чемпионат мира по футболу продолжается. Как проходят в Казани яркие этнические концерты, посвященные этому событию? Приятного аппетита! Готовим бискотти. В стиле рисуем сочные винные губы. Эти дни хороший повод не только посетить футбольные матчи и поболеть за команды. Но и не забыть о богатой и разнообразной культурной программе, которую подготовили к чемпионату мира творческие люди Казани. Чувство гордости и патриотизма вызывают не только наши спортсмены, но и музыканты. В честь чемпионата мира по футболу ими написано много новых музыкальных композиций, дано множество концертов. Наверняка каждый болельщик, побывавший в Казани, навсегда запомнит и русскую народную калинку, и татарскую апипе. А Государственный камерный хор Республики Татарстан специально к чемпионату подготовил попурри, состоящий из мелодий стран-участников, футбольной команды которых сыграли в столице республики. В продолжение праздника хор вместе с оркестром народных инструментов Казан-Нуры создал оригинальный концерт под названием «Этно-микс», на котором в жанре кроссовер прозвучали мелодии разных континентов и разных стран в оригинальных обработках. Говорить об объединяющей силе, о том, что мы, собственно, все одинаковые. Мы одинаково улыбаемся, любим, одинаково страдаем, одинаково радуемся каким-то вещам. И спорт – одна из таких многогранных совершенно красок жизни, которые придают столько радости. Знакомство с местной фольклорной музыкой через звучание курая, дунгура, думбыры и кубыза. В филармонии имени Габдуллы Тукая прошел концерт под названием «Диалог двух культур». В нем приняли участие государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, знаменитый музыкант и популяризатор башкирского народного инструмента курая Роберт Юлдашев и ансамбль «Курайса». Рады поучаствовать в таком мероприятии. Отличная идея, диалог двух культур. И мы сегодня представляем программу группы Курайсы, Курай, формат World Music, древние мелодии в современных обработках. Интересный состав, динамичная музыка, харизматичное и высокотехничное исполнение не оставили равнодушным даже самого взыскательного слушателя. Тюркский дух был лейтмотивом всего этого неповторимого вечера. Наша программа продолжается, и продолжим тему чемпионата. Еще об одном сегодняшнем мероприятии, приуроченном к нему, поговорим с Дарьей Санниковым, директором Комитета по развитию туризма, и Екатериной Шаповаловой, координатором федерального проекта «Гастрономическая карта России». Доброе утро, наши гости дорогие. Доброе утро. Итак, гастрономическая карта России. Давайте начнем с этого. Что же такое гастрономическая карта России? Гастрономическая карта России – это проект Федерального агентства по туризму. Мы развиваем туризм прежде всего и продвигаем регионы России. То есть мы должны рассказать прежде всего самим себе и нашим гостям то, что регионы стоят того, чтобы по ним путешествовать. И, конечно же, в основе и база проекта – это местная гастрономия. Да, то есть мы говорим о том, что гастрономический аспект – это, в общем-то, такой вот базовый аспект, который требует это важная часть вообще любого путешествия, конечно, сказала бы я. Да, любое знакомство с культурой и с историей региона начинается, конечно же, с того, что мы пробуем местную кухню. Хорошо. К нам, вот гастрономическая карта. К нам приехали фудтраки. Я думаю, многие уже заметили, да, потому что они накануне, насколько я понимаю, уже разместились в парке Горького. Что такое фудтрак?
Фудтрак – это прежде всего это автомобиль, да, это практически ресторан на колесах. И нужно отметить прежде всего, что Горьковский автозавод специально для нашего проекта, для фестивалей, который мы проводим во время чемпионата мира по футболу, создали эту серию. Это только что сошедшие с конвейера 11 автомобилей, фудтраков, которые были, собственно говоря, оборудованы по заявкам наших участников. То есть мы предварительно опросили шеф-поваров, которые работают в нашем проекте, чтобы они хотели иметь какое оборудование в этих фудтраках, и все это было учтено, и вы там увидите, я думаю, что вот практически То есть там всё. можно готовить или он просто перевозит? Там можно вот готовить, это рестораны, это реально рестораны на колесах, то есть там полноценно можно готовить пищу, а не доводить ее, то есть, как вы думаете, наверное, что это полуфабрикаты, да, которые там доводятся до готовности. Там, А процесс высокой потребления готовности. пищи, он уже происходит на улице, я так понимаю, да? Он непосредственно в фудтраке и происходит. О, в фудтраке в самом? Конечно. Ничего Ой, себе. так я даже не представляю, а как размеры это на этого случай- всего. Ну, нормальная машина большая. Газель Next, да, это достаточно большой автомобиль для того, чтобы там комфортно работали 2-3 повара, и, естественно, идет выдача из окошка, и в одной руке у нас еда, в другой напиток, и это происходит достаточно И все быстро. можем мы сейчас это увидеть в парке Горького, я правильно Конечно, понимаю? с 11 утра, да, торжественно Да, открываем. вот, позвольте, да, я продолжу. В городе Казани гастрономическая карта сегодня стартует в 10 утра до 10 вечера. Мероприятие продлится. В 11 часов официальное открытие. Вот, и на нашем фестивале будет, конечно, представлена главным образом татарская национальная кухня, будет элеш, ашпашмак, кыстыбы, кыстыбургер, будет мастер-класс по приготовлению нашего национального кыстыбургера. Также обязательно у нас будет мастер-класс по приготовлению чак-чака, кыштеле, это хворост. Вот. Ну и еще одной из таких главных изюминок фестиваля станет длинный стол, гостеприимный стол, который будет покрыт скатертью, вытканный из символов всех тех стран, участниц, которые играли у нас в городе Казани. Кстати, Это- вот они, да. кстати, вот они здесь, Да, в я общем-то, вот примерно, да. не вижу сборную Бразилии здесь Но, флаг. они еще появятся сегодня. Минимум на вечером. Мы ждем результатов, в общем, сначала. Кто победит, того и разместим. То есть это самый гостеприимный стол, так как Казань является самым гостеприимным городом России, поэтому мы делаем такой гостеприимный стол, и плюс ко всему к этому в 14:00 каждый из участников от себя что-то поставить на этот стол, и это абсолютно безвозмездно, бесплатно для наших гостей. Ну вот татарская национальная кухня нам всем знакома. Надеемся, что и туристы тоже с ней познакомятся. Но мы знаем, что еще будут и гости из соседних регионов, которые тоже что-то представят. Что Например, можно будет Балтийская попробовать? килька. Так. Наши фудтраки, 11 фудтраков, то есть, понимаете, количество, оно не случайно. На каждом фудтраке имя города организатора чемпионата мира. И, разумеется, мы очень стараемся именно в концепции наших фестивалей это учесть. И некоторые участники из некоторых городов-организаторов путешествуют с нами из города в город. Мы очень благодарны городу Калининграду, которые нашли возможность путешествовать с нами по всем городам, по всем нашим 8 Да, фестивалям. такое неблизкое расстояние. Это не близкое расстояние, но и этому есть объяснение, потому что Калининград – это действительно стритфуд столица нашей страны, и 3 международных фестиваля проводятся там ежегодно, и нужно учесть то, что уличная торговля – это, конечно же, оплот туризма, и нам нужно это развивать, и поэтому в нашем проекте мы как раз-таки говорим о том, что Вот вопрос об туризм – это уличной важно. торговле и немалый вопрос безопасности. То есть вот насколько там соблюдены нормы хранения, приготовления, вот потому что все-таки это мы передвижное. уже провели 4 фестиваля, и вы же понимаете, так как Все мы... живы-здоровы. Так как мы все-таки Все довольны. федеральный проект, и подготовка очень мощная и очень кропотливая, поэтому все, что касается безопасности питания, разумеется, у нас и экспертная поддержка, очень большая федерация рестораторов и ательеров Российской Федерации, и Роспотребнадзор. Все технологические Всё под всячески контролем. следит Всё за под тем, контролем. чтобы у нас все было в порядке. Давайте еще раз повторим время, даты, когда мы можем все это попробовать и Да. узнать. Итак, сегодня около парка Горького, на площадке перед парком Горького в 10 утра стартует наш гастрономический фестиваль «Гастрономическая карта».
Рахим Итагис, добро пожаловать. И сегодня до 10 вечера вы можете прийти и попробовать, что вам будет по душе. Наше национальное угощение. Субботний вечер должен быть не только в приятной компании, но еще и вкусный. Да, за вкусным столом. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. И снова доброе утро. Вынужден поправиться в продолжении темы про гастрономическую карту России. Не субботний вечер, а пятничный. Сегодня пятница, потому что... Влад уже живет субботой, потому что завтра просто знаковый день у нас. Но, мы все живем субботой. Ошибся, исправился, ничего страшного. Будем надеяться, что звезды, которые нам что-то обещают, вот не ошибутся. Итак, овны. В предстоящие сутки будут удачные деловые командировки, завершение дел. Увеличится ваше обаяние, что расположит к вам самых разных людей. Не исключается неожиданный поворот в личной жизни. Надеемся в лучшую сторону. Тельцы, ваше воображение, энергия и стремление вперед заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь трезво оценить ситуацию, чтобы потом не разочароваться. Трезво. В пятницу. Близнецы. Благоприятный день для нового знакомства. Удачно пройдут и дружеские вечеринки. Сегодня преодолеете свою нелюбовь к быту и срочно займитесь решением домашних проблем. Раки. День благоприятен для встреч с давними друзьями или родственниками. Но это приведет вас к непредвиденным расходам. В личной жизни царят любовь и нежность. Сегодня вы склонны идти на поводу у своих страстей. Ох, не сдерживайте их. Лев. День испытаний, искушений, потерь. Постарайтесь не поддаваться возникающим из ниоткуда сомнениям и тревогам. Не теряйте головы. Вам необходимо собраться с мыслями. Дева. Этот день принесет перемены во всех сферах жизни. Не теряйте даже малейшей возможности для реализации своих планов, ведь многое вам удастся решить именно сейчас. Не ждите помощи, полностью положитесь только на собственные силы. Ну а мы продолжаем время тренироваться с Лейлой Латыповой. Доброе утро! Как вы видите, штанга уже у меня на плечах, и я готова работать. Сегодня мы будем разбирать приседания разного вида. И первым упражнением у нас будет классические приседания со штангой на спине. Поехали. Штангу ставим на плечи, ноги ставим на ширине плеч, можно чуть-чуть пошире. Носки чуть-чуть в стороны разводим. Дальше первое движение. Мы сгибаем коленный сустав и отводим таз назад. Садимся. Следим, чтобы колени не выходили далеко за носки. Встаем, закрываем таз, напрягаем ягодицы. Поднимаем вверх, полностью выпрямляешься. Оп, слегка напрягаешь ягодицы и уходим назад. Делаем 15 повторений. Главные мышцы, работающие, которые отвечают за именно разгибание тазобедренного сустава, является большая ягодичная мышца. Также работает у нас квадрицепс, который находится спереди. И задняя поверхность Задняя бедра. поверхность бедра, все верно. Полусухожильный, полуперепончатые и бицепс бедра. Эффективные упражнения. Не забывайте приседать. Стоп. Ставим. Отлично. Класс. Отдыхаем. Дальше. Переходим к следующему упражнению. Сейчас у нас будет приседание плие. Смысл таков, что в данном упражнении мы ноги будем ставить намного шире, чем плечи. Насколько широко? Так, чтобы в нижней точке у нас угол был 90 градусов. Главным образом у нас в данном упражнении будет работать большая приводящая мышца и среднеягодичные мышцы. Так, носки смотрят в стороны и садимся вниз. Оп, и поднимаемся наверх. Здесь садиться очень низко не нужно. Твоя задача развести колени, добиться вот в нижней точке угла 90 градусов. Да, и поднимаешься наверх. Достаточно. Все, ставим. Отлично, закончили. Ну как? Классно.
Чувствуется нагрузка ягодичной мышцы. Очень сильно чувствуется и внутренняя поверхность бедра. Мы сделали приседания классические и приседания плие. Также у нас есть варианты приседаний со штангой на груди, с узкой постановкой ног. Но они нас в данный момент не интересовали, потому что все-таки больше наша задача была включить ягодичные мышцы. Но мы включили эти мышцы. Да, отлично. Делайте приседания, классические, плие, какие вам больше нравятся, и ваши ягодицы будут выглядеть просто супер. Вот какая одна из главных мотиваций заниматься спортом? Это хорошо. Чтобы прекрасно, конечно, чтобы была хорошая фигура, прекрасная. Выглядит, тем более, очень своевременно. Сейчас летом, в жаркую погоду, на пляж, представляешь? Да. Ну и, собственно, об этом дальше мы и будем говорить. У нас первый розыгрыш в нашей программе. Билет на пляж Ривьера, он уже здесь, собственно. Он достанется тому, кто знает ответ на предельно простой вопрос. Кто в школе или в университете проходил мифологию Древней Греции? Итак, на каком острове в Средиземном море родилась древнегреческая богиня любви и красоты? Светлана. Спасибо за комплимент, очень приятно. Ну нет, не Светлана, Афродита. 500, ну, почти Светлана. 570-50-75, родина Афродиты, назовите, пожалуйста, ее. Это остров, если что. Ну, а сейчас время готовить. Да, время позанимались, что еще сделать? Поесть надо, нужно поесть. Для приготовления бискотти вам понадобится 150 граммов сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара, столько же разрыхлителя, 3 яйца, 320 граммов муки, 100 граммов миндаля, предварительно обжаренного на сухой сковородке, и 50 граммов шоколада, который нужно мелко порубить. У одного яйца нужно отделить желток. В белок добавить оставшиеся яйца, обычный и ванильный сахар и взбейте в течение 2-3 минут. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Затем добавьте миндаль с шоколадом. Готовое тесто должно быть плотным, поэтому при необходимости добавьте муки. Тесто разделите на 2 равные части и сформируйте батончики. Застелите противень бумагой для запекания, выложите на него батончики, которые сверху смажьте желтком яйца. Первое запекание длится 30 минут при температуре духовки 180 градусов. После этого батончики слегка остудите и разрежьте на ломти толщиной в 1,5-2 см. Их разложите на противень и отправьте для высушивания в духовку с той же температурой на 10 минут. Теперь ароматные бискотти готовы. Приятного аппетита! Вкусно, это, конечно, все хорошо, но где Афродита-то родилась? Сейчас будем выяснять. Доброе утро, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте представимся для начала. А меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Ну что, да, Ирина... Прекрасная Афродита родилась на острове Кипр в Древней Греции. Конечно, конечно. И вы абсолютно правы, вы знаток античности у нас и знаток красоты, поэтому вот вам для хорошего времяпровождения мы дарим билет на пляж Ривьеры. Надеемся, что Большое вам спасибо. Погода не подведет, я смотрела, да. Погода не подведет, поэтому хороших вам выходных. Ну а сейчас Вера Горанина представит в нашей программе обзор книжных новинок. Вот лежим на пляже и читаем. Да, если вы любите читать, предлагаем вам смотреть следующий сюжет наиболее внимательно. Есть чтение обязательное, это школьная программа. Есть чтение, наверное, тоже обязательное для того, чтобы себя чувствовать уверенным, образованным и интеллектуальным человеком. Это мировая классика. Есть чтение для удовольствия. Это детективы, это всевозможные романтические вещи. А есть чтение необычное, оно не обязательное, оно даже кому-то может показаться неинтересным, но оно развивает
знаете, я бы так сказала, самоуважение к себе. И вот одна из таких книжек называется «Мастера и шедевры эпохи барокко». Это книга по искусству. Конечно, сегодня в интернете можно найти любую картину, прочитать о любом авторе, но взять вот так вот в руки вот такую замечательную книжку, она тяжелая, она в таком мягком, теплом, приятном переплете, и пролистать ее, и ощутить вот этот глянец мировых шедевров, и прочитать о каждом авторе, и рассмотреть в деталях эти картинки. Вы знаете, это с интернетом сравнить невозможно. И вот если взять такую книгу и пролистать ее, и прочитать хотя бы треть того, что здесь написано, ты точно будешь себя чувствовать человеком, который стал гораздо образованнее, чем был до этого. Итак, «Мастера и шедевры эпохи барокко». Я вам рекомендую. Это, знаете, для гурманов. И еще одну книгу, тоже для необязательного чтения, я хочу вам представить из совершенно другого направления. Книга называется «Уголовные тайны царской России за 200 лет». Это совершенно иное чтение. Но это тоже чтение не для всех, и тоже, наверное, для удовольствия. Потому что, ну, знаете, только название. «Московский Шерлок Холмс». «Отомстили борцу с красными фонарями». Еще одно название меня очень привлекло. «Любовные приключения роковой графини». В общем, здесь самые громкие уголовные дела со времени или со времен Петра Первого. Здесь много фотографий. Здесь фотографии юристов, фотографии преступников и очень интересный текст. В общем-то, в подробностях описываются преступления. Тоже я вам рекомендую обратить внимание на эту книжку. Автор ее Михаил Кубеев «Уголовные тайны царской России за 200 лет», начиная со времен Петра Первого. Да, вот мы услышали, что можно почитать, а сейчас вы увидите, что можно посмотреть на сейчас ТНВ. анонс проектов ТНВ, проекты на любой вкус, от сериала до программ о культуре. Осталось только выбрать. Городок Струнево и его обитатели, не знающие покоя и живущие от происшествия к происшествию. Во всем должен разобраться оперативник Родион Стоцкий. Но вскоре он понимает, что встал на слишком опасный путь. Город смотрите на ТНВ. Летом город продолжает жить насыщенно и творчески. Премьеры, выставки и концерты, о которых эта программа расскажет во всех подробностях. Сегодня в выпуске. 5 вечеров премьерный спектакль театра Качалова удивил даже искушенных зрителей. После оттепели, как менялась тематика художественных произведений после этого периода. ДК сегодня в 14:15. Здесь гвоздика. А вот это кайенский перец. Положишь его в котел, аромат. Вдохнешь и не выдохнешь. А он не горький? Чудак, он сладкий. Ты лизни. Приключения журналиста Евгения на море продолжаются. Как и продолжаются любовные истории девушек с судна «Циклон». «Берегите женщин» – кино, которое любим. Смотрите вторую серию в 21:00 на ТНВ. Доброе утро, это программа «Здравствуйте», и мы продолжаем радовать вас видео о чемпионате мира по футболу. Дело-то в том, что сегодня в Казани состоится последняя игра. К сожалению, этот праздник уже потихонечку будет для нас заканчиваться, но мы верим, что еще большие события будут происходить в столице Татарстана. Ну а если по каким-то причинам вы ни разу не встретились с прекрасными туристами, цветными, Германия, Бразилия, ну сколько праздников у нас было. Если вы все это не видели, тогда мы покажем прямо сейчас, внимание на экран.
tigre Falcao. El tigre Falcao. Какие все замечательные, Да, яркие, да. веселые. Как хочется, чтобы это продолжалось дольше. Про погоду давай поговорим. А погода тоже замечательная, яркая, веселая. Днем плюс 24 градуса. Вечером тоже не холодно и не прохладно. Приятная погода. 17 градусов. Осадков сегодня не ожидается. Ну и хорошо, Сейчас зато у нас ожидается небольшой блок рекламной информации, а дальше вы узнаете, как привнести в свою жизнь полезные привычки. А также еще один розыгрыш у нас впереди. И снова здравствуйте, наша программа продолжается. Сейчас обещанный розыгрыш. Итак, вот этот билет на шоу в «Дельфинаре», который так и называется, по-спортивному быстрее, выше, сильнее, получит тот, кто знает, из какого количества дельфинов обычно состоит стая. Ну, это больше, чем один. Из какого количества дельфинов состоит стая? 570 50 75. Дозванивайтесь, отвечайте и забирайте билетики. Ну а пока кинообзор на предстоящие выходные. Начнем обзор новинок с фильма «Невидимка». Триллер, детектив. Суть проста. Главная героиня София становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Единственным, как она может помочь раскрыть это дело и сохранить свою жизнь? Видимо, у нее получится, потому что, как мы помним, когда человек теряет один орган чувств, обостряются другие. София не так проста, а вот фильм, судя по всему, простоват. Но у него есть один неоспоримый плюс, по крайней мере для мужчин. Этот плюс зовут Эмили Ратаковски. София, они мне этого не простят. Возможно, есть одна свидетельница, но она слепая. Доктор Пим, наслышан о ваших делах. Вы проникли в квантовый мир, и тут вдруг какая-то призрачная сущность украла вашу технологию. Дальше повеселее. Очередной супергеройский фильм «Человек...» Кто? Нет, не паук. Человек-муравей и оса. Какие способности есть у этих героев? Ну, муравей кисленький, а оса летает вокруг дынь и арбузов. А если серьезно, то главное, что они могут, а вернее их костюмы, резко увеличиваться и уменьшаться в размерах. Плюс еще набор второстепенных способностей, это вы увидите в кино. Что они будут делать? Конечно же, спасать мир, какие могут быть сомнения? Нет! Давай понизу, я наверх. У меня крылья. Почему я понизу? Мы умрем! Не хочу умирать! Мы не умерли! И премьера с самыми высокими оценками от критиков. «Пылающий». Много ли вы знаете корейских фильмов? Ну, теперь знаете. Правда, сценарий написал японский писатель Харуки Мураками. Итак, герой встречает старую знакомую, с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен — это современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором наш герой лишается покоя. Триллер, детектив, драма. Должно быть интересно. Выбрала фильм? Нет. Ну, знаешь, ближайшие, по крайней мере, 2 дня у меня культурная программа, спортивная программа составлена. Хорошо. Но, да, спортивная программа. Ну вот, время. насколько мы знаем, в футбольной команде на поле 11 человек, в хоккейной 6. Ну, да, узнаем, сколько в команде у дельфинов. В команде дельфинов. Да. Доброе утро, представьте, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Розалия. Розалия. Да, Розалия. Итак, ваш ответ? Ну, 10 и более. 10 и более. Ну, давай, подождите, выберите, пожалуйста, 10 или более? Более 10.
Более? Ну, ты знаешь, мне кажется, это уже несущественно. Пусть будет, мало ли, вдруг в процессе появляются Стало еще больше. маленькие дельфинчики, или кто-то присоединяется, больше, не меньше. Поэтому Туристы, да, плавающие? Нет, как в футболе. Пусть будет побольше 10. Хорошо, да, 10 Поэтому тем более, ответ да. принимается. Конечно, да, Розалия, мы вас поздравляем, ура, билет в дельфинарий ваш, надеемся, что 10 и более дельфинов вы там застанете, ну и насладитесь этим прекрасным зрелищем. Сейчас у нас... Да, хорошего вам времяпрепровождения в дельфинарии. Ну а сейчас полезные советы для кого? Не для дельфинов, а для женщин. Так что пойди погуляй, Влад, пока. Привычка номер 1. Массировать мочки ушей по утрам. Самомассаж ушей можно начать первым делом сразу же после пробуждения или перед тем, как чистить зубы. Это поможет быстрее проснуться и запустить работу внутренних органов, тонизировать нервную систему, подготовить желудок работать, а кишечник очищаться и так далее. Дело в том, что на ушной раковине расположено около 170 биологически активных точек, через которые она рефлекторно связана с органами и частями тела. Привычка номер 2. Записывайте свои мысли. Заведите специальный блокнот или ведите заметки в телефоне. Тут самое важное – записывать мысли сразу же, как они приходят вам в голову, иначе в 70% случаев вы потом их просто забудете. Привычка номер 3. Пользуйтесь скрабом для кожи головы. Привычка номер 4. Тренируйте свою память. Лучший способ – это учить по одному стихотворению в день. Привычка номер 5. Ставьте вещи на свои места. Постоянно теряете вещи, а в нужный момент не можете вспомнить, где видели их в последний раз? Приучите себя к тому, что у вещей, которыми вы постоянно пользуетесь, должно быть свое место, на которое нужно их возвращать сразу же после использования. Привычка номер 6. Ухаживайте за ногами. Так уж получается, что наши ножки вечно обделены вниманием, особенно в холодное время года. Возьмите себе за правило ухаживать за ними регулярно. Как минимум наносите питательный крем под носочки на ночь и делайте легкий самомассаж. Привычка номер 7. Совмещайте процессы. Читайте в дороге, слушайте аудиокниги во время педикюра или делайте сразу несколько бьюти-процедур. Привычка номер 8. Изучайте ассортимент онлайн-магазинов. Чтобы ваш шопинг был эффективнее, перед тем, как отправиться в торговый центр, изучите ассортимент магазина в онлайн-версии. Это поможет вам лучше ориентироваться в коллекциях и ценах. Так вы гораздо быстрее найдете нужную вещь и сэкономите время на поисках. Это были все правильные привычки на сегодня. Любите себя, ухаживайте за собой и помните, вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Продолжим говорить тоже с красивой девушкой. У нас в гостях Ксения Федорова, продюсер мультипликационного фильма «Домой». Мультфильм, о котором мы уже рассказывали в нашей программе, признан лучшим анимационным фильмом на 4-м кинофестивале «Перерыв на кино». Поздравляем создателей, и Ксения, вас в частности. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, давайте расскажите, где проходил фестиваль и когда было вручение? Сама церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге. Буквально вот в ту субботу мы на днях вернулись из Питера. А география всего фестиваля очень обширная. Буквально от Владивостока до Калининграда. Всю конкурсную программу показали в более чем, если я не ошибаюсь, 120 населенных пунктах нашей страны и в 11 европейских городах. А центральным событием стал кинопоказ в Берлине 9 мая, буквально там в нескольких шагах от Рейхстага. Ну и фестиваль, собственно, и посвящен фильмам Великой Отечественной войны. Давайте расскажите, пожалуйста, про сам ваш проект. Вкратце, буквально в 2 словах, что это такое, какова длительность и о чем? Мультфильм «Домой» называется. Он посвящен Великой Отечественной войне и тому, как наши солдаты, герои Великой Отечественной войны возвращались домой. Центральным образом является поезд Победы, который мчится по всей стране и воссоединяет солдат с их близкими. Мультфильм мы делали, наверное, год, может быть, даже с лишним. Он полностью сделан из пластилина. Вот мы, кстати, сейчас можем прямо посмотреть да, небольшой отрывочек. Лучше один раз увидеть. Да, один раз увидим, давайте лучше. Посмотрим. Дым паровоза, наша теплушка,
старый солдатский вагон. Вдоль подкоса лица старушек, лица сестрен и жен. Как долго не были мы дома, как мы устали от погон. Домой стучат колеса и стучат сердца. Домой с войной мы рассчитались до конца. Не все из нас смогли вернуться в край родной, разбив врага. Мы возвращаемся домой. Несмотря на такую сейчас- серьезную тему, все-таки мультфильм получился очень милым, очень Милым. душевным. И сейчас небольшое задание нашим зрителям. Вы услышали голос. Подумайте, чей этот голос? Он вам знаком. Он вам очень знаком. Через буквально минуту мы ответим на этот вопрос. Все это делалось вручную, да? Да, Я правильно понимаю? каждый кадр. Каждый кадр. И длительность самого мультфильма? 4 минуты 13 секунд – это более 6000 кадров. И представляете, 6000 каждый кадров. кадр нужно вылепить вручную. Ну, я так понимаю, если год ушел на эту работу Да. кропотливую. Это просто невероятно. Невероятно. Сколько было конкурентов? Какие были конкуренты? Какие были другие проекты представлены? Ну, вы знаете, если честно, я не знаю, сколько было конкурентов, потому что меня не было в отборочной комиссии. Но еще анимационная работа была одна, представлена и стала лауреатом. Там тоже такая очень трогательная тема. Девочка делала 16 лет из Ярославля. Про то, как спасали животных во время блокады Ленинграда в зоопарке. Ей дали приз зрительских То есть симпатий. она одна это делала? Да, да. Ничего себе. Такая, ну, любительская, но довольно хорошая работа А получилась. кто оценивал работу? Вообще в экспертной комиссии были и организаторы фестиваля, потом само событие происходило на Ленфильме, сотрудники Ленфильма, профессиональные кинематографисты и молодежный сектор Союза кинематографистов Питера. Ну вот покажите нам, с чем вы пришли. Вот у вас диплом. В какой номинации? Это какая-то номинация была? Или Лучший просто анимационный это фильм. Лучший анимационный Да. фильм «Домой». Нам дали. Замечательно. Данилу Фазрахманову очень большой привет. Да, Да, это ну и наш здесь режиссер. я еще хочу сказать, добавить, что немаловажную роль, а может быть даже одну из главных, Вокал. внес, наверное, вот все-таки возвучание, озвучание, это голос, замечательный голос нашего любимого певца, артиста. И все-таки давай не будем интригу создавать. Я Это думаю, что многие Ренат узнали. Ибрагимов. Ренат Ибрагимов, да, его Продолжаете ли вы голос. с ним сотрудничество или намечаете что-то в планах у вас в дальнейшем? Да, у нас сложился очень крепкий творческий тандем. И вот после этого мультфильма сейчас у нас уже, надеюсь, что этой осенью будет вновь премьера. Мы делаем музыкальный, опять-таки, сериал. И вот первая серия, мне тоже исполняет песню Ренат Ибрагимов. Первую Замечательно. серию. Будем ждать. Это очень большая работа наверняка опять, да, поэтому вам желаем Удачи, усердия, успехов, ну и пускай все И получится. очередных побед. Спасибо Конечно, вам большое. конечно. Спасибо Ждем вам. вас с новыми наградами. А мы вас ждем на премьеру. Все договорились. Спасибо. Сейчас мы продолжим говорить. Чтобы на премьеру про прийти. прекрасное. Да. Красивый, подготовленный. Мы сейчас поговорим о У том, нас есть идея макияжа. да, как Внимание выглядеть прямо сейчас. сногсшибающе. Подиумные визажисты уже несколько сезонов ищут истину в вине, а модели не первый сезон регулярно выходят на подиум с винными губами. Спелые оттенки вишни, смородины, сливы украшают губы как голливудских знаменитостей, так и обычных девушек. В сегодняшнем ролике мы покажем вам вариант макияжа с губами цвета бургунди. Для начала наносим на все лицо праймер со светоотражающими частицами и растушевываем его бьюти-блендером. Сбрызгиваем лицо увлажняющим спреем. Тональный крем распределяем по лицу вбивающими движениями с помощью спонжа. Припудриваем лицо похлопывающими движениями. Чистой щеточкой вычесываем брови от излишка тональных средств. Оформляем брови карандашом.
Далее растушевываем контуры и припудриваем. Заканчиваем оформление тенями. Переходим к глазам. Подводим нижнее веко пурпурным карандашом и растушевываем линию кистью, выводя ее в стрелку, которая будет немного заходить на верхнее веко. Припудриваем подведенные зоны тенями соответственного цвета. В данном случае мы используем бордовый оттенок. Покрываем подвижное веко нюдовыми тенями, а в уголок глаза добавляем немного светлых мерцающих теней. Складку века оформляем более темным коричневым оттенком, а под бровь – светлые тени. Это техника классического скульптурирования века. Чистой пушистой кистью смешиваем все цвета, чтобы добиться плавных переходов. Переходим к окрашиванию ресниц. Сначала завиваем их керлером и прокрашиваем в 2 слоя, стараясь максимальное внимание уделить корням. Если вы нечаянно испачкали тушью нарисованную под нижним веком стрелку, то ни в коем случае не пытайтесь вытереть огрех, а аккуратно растушуйте его кисточкой. Повторяем все то же самое со вторым глазом. Делаем сухое скульптурирование лица. Темным пурпурным карандашом рисуем контур губ. Важно, чтобы карандаш был хорошо заточен. После того, как контур будет нарисован, закрашиваем карандашом все губы и растушевываем кистью. Мелкие огрехи убираем с помощью ватной палочки. Затем покрываем губы помадой и корректируем форму с помощью корректора и кисточки. Темных оттенков красного много, и, как в случае с другими цветами, нужно выбирать свой. Ориентируйтесь на тон кожи. Правило, которое распространяется на всех: темная помада выглядит эффектнее и деликатнее, если в ней преобладают красные или розовые нюансы. Не бойтесь красно-фиолетовой, красно-синей и красно-черной помады. Финальный штрих – делаем легкий румянец. Что-то не улыбается наша героиня. Не понравилось, видимо. Ну, такая своеобразный макияж, Да. своеобразный, очень вечерний. Ну, возьмите на заметку. Мы завершаем наш астропрогноз. Весы, на них остановились. Итак, весы. Напряженный день, не получится решить все вопросы сразу. Необходимо собраться с духом и противостоять проблемам, которые возникают сегодня по всем направлениям. Скорпионы, у вас день отмечен нервным напряжением, которое может стать причиной стрессов и заболеваний. Личная жизнь у многих представителей знака сложится неудачно. У влюбленных и супругов, вероятно, серьезные ссоры и взаимное охлаждение. Но я думаю, что завтра их сблизит все-таки просмотр. Надеемся. Просмотр и болезнь совместная за нашу сборную. Да. Стрельцы. Благоприятный день для деловой активности и решения финансовых вопросов. Вероятно, что в первой половине дня вы сможете проявить свое обаяние для самоутверждения или поиска новых партнеров. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Козероги. Ваша материальная сфера крайне уязвима, найдется немало желающих распорядиться вашими деньгами на свое усмотрение. Будьте внимательны и осторожны. Держите под контролем наиболее ценные вещи. Водолеи. День изменений личной жизни у многих из вас. Вероятно, новая любовь, удовольствие, радость и уверенность в собственных силах. Брак, заключенный сегодня, будет исключительно удачным. Желаем. Да, присоединяемся. Рыбы. День напрасных ожиданий. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность в общении с начальством и коллегами. Ситуация может еще более осложниться в любой момент. Но это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. В понедельник вас встретят наши коллеги Асуль Мухамедзянова и Рустам Каримулин, поэтому присоединяйтесь. Каждый будний день в 8:10 на ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». А всю неделю с вами провели мы, Светлана Занарева, Влад Портнов. Мы желаем вам хороших, замечательных выходных и, конечно же, победы нашей сборной завтра. Удачи!